Всем привет! Сегодняшняя тема урока – это Инстаграм. Инстаграм – это приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементом социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. В сегодняшнем видео я хочу вам показать интерфейс Инстаграма, настройки, что делать и как выкладывать фотографии. Итак, начнем с интерфейса. Открыв Инстаграм, вы сразу попадаете на ленту, то есть первая кнопка со знаком домика. Здесь появляются публикации ваших подписчиков. Вы можете ставить лайки, далее комментировать, далее добавить в свою историю или отправить друзьям данную публикацию. На правой стороне знак флажок означает сохранить данную публикацию в свою подборку. Нажимаем, и результат мы посмотрим чуть попозже. Наверху лента с круглой формой – это сторизы ваших подписчиков. Сторис – это функция, с помощью которой можно выкладывать фотографии и короткие видеоролики, добавлять к ним текстовые вметки и эмоджи. Ключевая особенность контекста сторис – это он исчезает спустя 24 часа. Добавлять сторис можно, нажав на кнопку плюс, расположенную вместе с вашей аватаркой, или нажать на верхнем левом углу знак камеры. Далее в правом верхнем углу маленький треугольник, это называется директ, то есть сообщение. Сразу переходим на сообщение. Далее внизу со знаком лупы это поиск пользователей Инстаграма и просмотр интересных публикаций всех пользователей Инстаграма. Давайте на примере поищем нашу библиотеку CBS Smart. Нашли и переходим на нашу страницу. Здесь вы можете подписаться, написать и посмотреть сторис и посмотреть различные публикации. Далее со знаком плюс это добавление фотографий или видео на вашей странице. Далее кнопка с сердечкой. Здесь отображается, кто вас лайкал, то есть это знак о том, что ваша фотография понравилась и подписывался. И последняя кнопка, вы переходите на свою страницу. Нажав на аватарку, как на ленте, мы добавляем сторис. Далее можете редактировать профиль, там же сменить фото профиля и изменить личную информацию. И после этого нажимаем на правом верхнем углу «Готово». Далее посмотреть количество своих публикаций, а также своих подписчиков и подписок. В правом верхнем углу нажимаем на 3 линии, и мы переходим к настройкам аккаунта. Среди списка мы видим значок флажка, то есть сохраненное. Нажимаем. И мы сразу переходим к сохраненным публикациям, которые мы сохранили ранее на ленте. Мы сохранили вот эту публикацию. Надеюсь, видео было полезным и интересным. Всем удачи, всем пока!